Здравствуйте, уважаемые читатели и гости. Мы начинаем нашу презентацию. Спасибо вам большое, что пришли. И сегодня мы презентуем книгу Мурада Аджи, замечательную, красивую, «Святой Георгий Игунный». И у нас в гостях Марина Алексеевна, его вдова. Давайте поприветствуем нашу гостью. И начнем нашу встречу. Очень приятно. Видно, что вы пришли не просто так, заинтересованные лица и глаза. Будем очень рады вашим вопросам из зала. А пока первое слово давайте я предоставлю нашей гости, чтобы она сказала в общем, пожалуйста, Марина Алексеевна, о чем книга, как она получилась. Такой первый вопрос, вводный, просто два слова, что мы сегодня презентуем. Ну, я тоже хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на нашу встречу. Я вижу знакомые лица, мне очень приятно, что здесь друзья Мурада Аджи, что они в этот важный для него и для меня день здесь. И, собственно, говорить, о чем книга, можно долго. Я скажу только, что эта книга неотделима от биографии человека, написавшего его. И представляя ее, я испытываю, конечно, очень противоречивые чувства. С одной стороны, огромная радость, что книга вышла, что она издана. С другой стороны, большую печаль, что он не может разделить с нами эту радость, потому что это книга, которую, по его словам, он писал 20 лет или больше, а может быть всю жизнь. Я все больше и больше прихожу к выводу, что это книга его жизни. И поэтому, если говорить в двух словах, то я могу сказать, что это только книга его жизни. А если говорить долго, то я, наверное, скажу уже после вас, да? Наверное, долго — это как раз вся наша встреча, для этого мы здесь сегодня и собрались. Можно вас попросить, Марина Алексеевна, чуть ближе микрофон к себе? Да, у нас он настроен довольно громко. Вот так теперь будет вас лучше слышно. И я хотела еще сказать, уважаемые читатели и гости, у нас работает интернет-трансляция, поэтому если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в микрофон, я с удовольствием подойду. Ну а первый мой вопрос, собственно, вот в начале встречи, Марина Алексеевна, первая книга о Святом Георгии вышла в 1997 году. И Мурад Аджи пишет об этой же теме, что отличает новую книгу, что в ней есть, чего не было в ранних работах. Вот такой первый вопрос. Да, хороший вопрос, потому что, с одной стороны, напрашивается такой, может быть, даже избитый образ, но чем отличается эскиз картины от картины? Да? В сущности, та книжка — это эскиз, это такой план-конспект того, что было сделано потом. Какие-то вещи уточнялись, что-то отбрасывалось. В этой новой книге, что для нее необычно, автор погружает читателя в атмосферу поиска. Он не стесняется признаться, что в чем-то ошибался. Он цитирует свою первую работу и пишет: «Так думал я тогда, потому что тот Мурад Аджи не знал того, что я знаю сейчас». И вот это новое знание, оно, конечно, как сказать, оно очень ценно, потому что оно выстрадано. У него есть такой образ, что он шел через пустыню, встречаясь с миражами, и вели его через эту пустыню звезды, а звездами он называет имена великих ученых. Они очень разные. Там есть фамилии, разумеется, Гиббон, которого он просто восхищался, уважал как человека, как историка, как человека, совершившего подвиг. В то же время есть имена ученых, которые были нашими современниками. Мне очень дорого его ссылка на работы Кызласова. Был такой очень известный археолог. У него очень необычная судьба. Он был танкистом во время войны. Он вообще был мальчишкой, который вот через московскую школу научную пришел к открытиям городов, которые были у гуннов. Он написал об этих городах в своих последних работах. Это прорыв науки. На эту работу Мурад Аджи ссылается, добавляя при этом, что он восхищается этим человеком, который
в общем-то, проявил мужество не только в такой обычной жизни, но и в научной. И вот эта книга, она отличается именно этим. Ну и плюс, если говорить о научном содержании, то здесь поднят очень важный вопрос, который, по-моему, ну вот так мы не нашли. Ну, разумеется, Мурат Искандерович искал, я тоже ему помогала, но я так и не нашла вот работ, которые бы рассказывали об этом, о роли царских династий в истории человечества. Потому что у нас очень часто, даже в исторической литературе, путают титулы «царь» и «король». Это совсем не одно и то же. За этим скрывается очень многое. И вот эта роль царских династий, родословная которых начиналась на Алтае, начиналась еще с арийских времен, она необыкновенно интересная, она позволяет, она задает просто совершенно новое направление исследований в науке. Я думаю, что я уже встречала, между прочим, работы, где уже кто-то подхватил это и развивает, ну, в локальном смысле, там, по Кавказской Албании, но уже есть это. И, наверное, вот что еще отличает эту книгу, это то, что концепция великого переселения народов, которой он занимался много лет, которую он разрабатывал, она здесь позволяет совершенно по-новому взглянуть и на сам подвиг святого Георгия. Ну вот где-то так. Спасибо большое. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а какие выводы, сделанные Мурадом Аджи в этом вот исследовании, в этой книге, оказались самыми ошеломительными? Хороший вопрос. Ну, конечно, здесь, ну, во-первых, сама книга, она читается как детектив. Причем детектив в таком хорошем, ну, вот у нас мой любимый автор детективов — это Агата Кристи, потому что Классический очень, такой стиль, да? Да, вот такой вот стиль у нее, она прекрасный язык и очень интеллигентная манера. Но вот детектив, да, мы знаем, что, в общем-то, подвиг Георгия закончился его гибелью, его просто убили. И перед нами детективная история. Совершено убийство, но неизвестно имя жертвы, потому что имени Георгия не было в то время. Как его звали, никто не знает. Есть догадки. И нас автор проводит по этой истории и приводит убедительные очень доказательства, каким было имя Георгия в миру, под каким именем знали человека, совершившего такой подвиг. Нам неизвестно имя убийцы, потому что Диоклетиан, который фигурирует в житии, не убивал Георгия. Вообще эта история с гонениями на христиан, она предстает совершенно в другом свете, когда мы читаем эту книгу, потому что все это вписано в ту эпоху, когда происходило. Вот у него есть такая фраза: «Никому в голову не пришло посмотреть на события глазами Гунны. Я сделал это». Он посмотрел глазами Гунна на события, которые происходили в то время, потому что гунны тогда диктовали свои правила поведения, свою мораль, просто экономическую мощь демонстрировали, потому что то, что как бы предстает вот в традиционных описаниях, то, что мы знаем о гуннах, на самом деле не соответствует действительности с точки зрения вот того, что удалось ему найти. И вот эта вот вписанность этой детективной истории в эпоху великого переселения народа, она сама по себе ошеломительна. Но, наверное, все-таки самое ошеломительное, вот я думаю, для людей, ну, тут надо очень деликатно говорить, чтобы не обидеть. Сейчас у нас очень большое внимание уделяется чувствам верующих, но все-таки веру в Бога Небесного принесли в Европу тюрки. И гунны
утверждали эту веру. Это, пожалуй, самое ошеломительное открытие, потому что до Мурада Аджи никто не рассматривал религию тюрков в контексте мировой истории. Да, знали, что существовало тенгрианство, но тенгрианство, ну, это современный термин, тогда, конечно, не было такого, была вера в тенгри, да? Но тенгрианство очень часто, особенно в современных работах, выглядит каким-то таким шаманистским культом, не имеющим никакого отношения вот к таким мировым вероучениям. Вот здесь, в этой книге, показано, как вера в Бога Небесного, присущая вот аристократии тюрков, это не народные верования, и то, что исповедовала аристократия, это все-таки отличалось. Как вот эта вера в Бога Небесного оказала влияние на мировые вероучения, на буддизм, на христианство, на ислам. Всюду прочитывается, так сказать, тюркский след. И вот эта вот роль духовной культуры тюрков в культуре человечества, это, пожалуй, самое ошеломительное, как вы сказали, что есть в этой книге. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, может быть, для тех наших читателей, кто сегодня попал к нам, ну, случайно бывает, просто у нас заходят на голос даже читатели, которые посетили Библия Глобус. Что главное в творчестве Мурада Аджи и чем его книги отличаются, возможно, от других авторов? Да. Знаете, наверное, самое главное для тех, кто занимается именно тюркологией, это то, что он искал не отличия, а то, что объединяет тюркский мир. Вот у него есть такая фраза в одной из книг. На тюркском языке говорили и говорят много людей. От Якутии до Европы, от Сибири до Индии. Даже в Африке есть селения, где слышна наша речь. Ни один велик тюркский мир и загадочен. Он как бриллиант, каждая грань которого народ. Ни один язык не имеет столько наречий и диалектов, как тюркский. Почему? История одна, предки одни, а народы разные. Почему? И вот эти вот различия, он всегда возмущался. Но почему защищает диссертацию, чем карачаевец отличается от кумыка? Ну почему же никто не пишет, что их объединяет? И вот его книга, которая, ну, самая первая книга «Мы из рода Половецкого», она разошлась как бы моментально, но она не имела еще такого отклика, как «Полынь Половецкого поля». И вот в «Полыни Половецкого поля» там был подзаголовок, который вызывал просто у одних людей восторг, у других бешенство, потому что он написал из родословной и дальше перечислял народы, которые принадлежат к тюркскому корню. В этот список попали, в общем-то, не только, ну, понятно, что там попали татары, чуваши, узбеки, казахи, но туда попали еще некоторые русские, украинцы и, по-моему, вот я не помню уже наизусть, но, по-моему, даже американцы. И это вызывало... Французы, да, точно, французы. Это вызывало шок. Но это была такая очень грамотная... Вот сейчас я уже понимаю, что это была грамотная провокация. Тогда я этого не понимала, ужасно боялась, как на это люди отреагируют. Но это действительно так. Что нас объединяет? Ведь вот его концепция великого переселения народов, вот мне потом надо будет все-таки сказать, как он к ней подошел, но это позже. Она позволила вот это, объединить это огромное географическое пространство, потому что родина тюрков Алтай, а они в результате великого переселения народов, осваивая новые территории, дошли до Европы. И везде оставался их след, везде ощущается его присутствие.
вот этого великого переселения народов и тюркской культуры. И это то, что нас роднит и объединяет. И история России начиналась, получается, не в IX веке, а намного раньше, потому что она начиналась на Алтае. Потому что вот та южно-русская степь, они сейчас названы южно-русскими, но когда-то это была степь, великая степь, степь кипчаков. Это просто, вот как он пишет, первые страницы российской истории написаны тюркскими рунами, и все. Это то, что нас объединяет, а не разъединяет. И вот, наверное, это самое главное, что отличает от его работы от работ других историков, потому что особенно сейчас есть стремление сделать свой народ родоначальником всего. Вот он это вот на дух не переносил. Ну, это замечательная тема. Мне кажется, что вы, конечно же, правы. Есть тенденция говорить о различии, объединяться против. Хотя, конечно же, было бы замечательно, если бы люди говорили об том, что объединяет, и говорили «за». Есть такая фраза у известной Фаины Раневской, ну, точнее, фраза ей приписанная, наверное. Она говорила: «Против кого дружите, девочки?» Вот из этой серии. То есть, в общем-то, против кого у нас всегда проще, чем «за». И следующий вопрос. Возможно, есть вопросы уже в зале. Пожалуйста, если есть, я с удовольствием передам микрофон. Если вы еще собираетесь с мыслями, то я могу продолжить. Пока собираются наши читатели с мыслями. Следующий вопрос, наверное, будет о географии. То есть Мурат Аджи, он подчеркивает в своих исследованиях, что опирается на методы этой науки. А в чем особенность такого подхода географического? Ой, это очень хороший вопрос. Мне он очень нравится. Потому что, в сущности, вот сама биография Мурата Аджи, который начинал как Мурат Аджиев, она делится на две части. Причем такое иногда, вот если просто читать, да, вот что-то, то такое впечатление, что она принадлежит двум разным людям. Первая часть биографии, она такая биография достаточно успешного ученого, который состоялся очень рано, не только как ученый, но и как личность. Он был очень и внешне очень таким обаятельным. Студенты бегали на его лекции с других потоков, даже коллеги обижались, почему вот все на его лекции ходят, не ходят на наши. И он очень рано повзрослел, он уже в 15 лет был вынужден пойти работать. Рабочая его биография начиналась с ученика токаря на заводе «Станколит». Он учился, он учился в вечерней школе, работал, поступил в МГУ на географический факультет. Сразу после университета, почти сразу, поступил в целевую аспирантуру. Очень рано защитился, очень рано. То есть он и университет закончил на год раньше, досрочно, и диссертацию написал очень быстро. И, наверное, он был одним из очень немногих, он просто вызывающе молод был для кандидата экономических наук. Он защищался даже не по географии, а по экономике, потому что это намного сложнее и интереснее. И тема его диссертации, она была на пике хорошей моды, да, тогда только входила в моду моделирования, ну, в хорошем смысле входила в моду, это был совершенно новый метод исследования, открывались лаборатории моделирования, институт моделирования процессов экономических. А тема его диссертации, если, ну, я сейчас скажу попроще, потому что она звучит очень серьезно, но она была посвящена проблемам освоения новых территорий Сибири. И вот эти проблемы освоения новых территорий, они тогда были очень актуальны, потому что Сибирь действительно, вот она вовлекалась в большую экономику, было очень много новых городов построено, и вот оптимальный режим освоения – это очень непростая научная задача. И более того, значит, занимаясь этими проблемами, он стал
пожалуй, самым авторитетным специалистом по Байкало-Амурской магистрали. Для тех, кто как бы знает вот его работу по тюркологии, БАМ выпадает из общего ряда, и совершенно непонятно, ну, а БАМ-то тут уже при чем, да? И это такое, да еще это идеологическое клише, что это решение съезда, этот пафос, вот это все, что было в прессе. Но на самом деле проблема строительства БАМа – это с научной точки зрения это был грандиозный проект. Вот там задействован был такой клубок, вот в такой узел сплетались проблемы инженерного плана, потому что часть строительства шла по вечной мерзлоте, надо было пробивать скальный грунт. Там были экономические проблемы, потому что возник очень большой спор, где строить эту дорогу, надо ли строить ее самым коротким путем или все-таки должна быть уже готовая инфраструктура. Все это должно было просчитываться, социальные проблемы, потому что надо было заселять территории, которые не были освоены, и это тоже очень сложно. И вот в этой области очень молодой и очень успешный автор стал, по сути дела, вот таким очень серьезным специалистом. Мы потом, намного позже, уже когда он стал известен именно как тюрколог, с удивлением обнаружили, что все его работы по Сибири, по Байкало-Амурской магистрали, по энергосберегающим технологиям, все они старательно приобретались библиотекой Конгресса США. Там есть даже его детская книжка, выпущенная в 1976 году, о том, как дороги дорогу искали. Ну, поскольку вот аналитические работы всегда в большой цене, вот они все эти работы собрали. И плюс к этому он уже в то время был известен как популяризатор науки, причем в силу своего вот такого характера он не мог писать просто так, ему должно было быть интересно, поэтому и статьи получались интересными. И он как бы был известен и как специалист, и как популяризатор. И вот такая вот очень благополучная внешняя биография, популяризатор науки. Его публиковали практически все журналы научно-популярные. «Наука и жизнь», «Знание и сила», «Вокруг света», «Химия и жизнь». И даже это уже не научно-популярный журнал. В наше время это был «Литературный Олимп». У него было опубликовано 2 очерка в журнале «Новый мир». И вдруг вот такая, я немножко подробнее это расскажу, потому что иначе не понять, в чем его сила как географа, тюрколога. Конечно, да. Да. И вдруг вот такая резкая смена в жизни, она совпала, между прочим, вот как-то он услышал, видимо, зов времени, почувствовал его намного раньше, чем это осознало большинство людей. Он оставил, практически уже была готова написана докторская диссертация, он оставил докторскую, он ушел из института, где много лет читал вот курс лекций по экономической географии, и перешел на работу в журнал «Вокруг света». Перешел простым редактором, ну это так называлась должность, на самом деле он ездил по стране и писал очерки. И его увлекла тема малых народов. Ну, само словосочетание «малые народы» выглядит достаточно трагично, потому что малый народ – это что-то загадочное. Малый народ, само это словосочетание заключает большую тайну, потому что, как правило, малый народ – это осколок великого народа с великой историей. И то, что он писал о малых народах, он написал очерк о лезгинах, о талышах, о табасаранах, это уже вот ближе, ну вот сконцентрирован Кавказ, вот туда он стал ездить. Так получилось, что вот да, вот там уже начинали разворачиваться военные действия. Вот у него есть очень такой, я считаю, важный очерк «По дороге на Чермен».
Всем, кто не читал, он есть у нас на сайте, я прошу вас обязательно прочесть, потому что в этом весь его характер, вся суть этого человека. Да, и однажды во время одной из поездок на Кавказ он встретил человека, кумыка по национальности, который спросил у него: а когда же кумык Мурат Аджиев напишет очерк о своем народе? Ну, надо ли объяснять, что да, следующую командировку он взял в Дагестан, чтобы писать о своем народе. При этом вот в это трудно поверить, но на тот момент все, что он знал о своей родословной, это то, как звали его дедушку, и что родом они из селения Аксай. Все. И когда он написал этот очерк о кумыках, ну, когда он вернулся, он просто пропадал в военно-историческом архиве, потому что выяснилось, что род Аджиевых на самом деле очень известен не только в Дагестане, что прадедушка Мурада Аджиева, который начинал свою рабочую биографию учеником токаря на заводе «Станколит», так вот прадедушка Мурада Аджиева служил в собственном его императорского величества конвое и возглавлял охрану императрицы. Это было полной неожиданностью. Конечно, захотелось узнать сперва вот это личное родословие, историю семьи. Интерес к истории семьи, конечно, перерос в интерес к истории своего народа. Кумыки – это тот самый малый народ, осколок великого народа, который в русских летописях известен как половцы, в восточных летописях как кипчаки. Таким образом, он вышел на просторы Великой Степи и поразился тем нестыковкам, которые присутствовали в истории этого огромного географического пространства. И, исследуя по маршрутам древних предков, он вышел на родину тюркских народов, на Алтай. А дальше, придя на Алтай, он оказался на той самой почве, с которой он начинал. Это оказалась Сибирь, это оказался тот такой очень крепкий и прочный фундамент, который он выстроил в первой части биографии. И поэтому его концепция великого переселения народов, зародившаяся на Алтае, она позволила увидеть то, что не заметили историки, как тюркская культура растекалась по евразийскому континенту, обогащая человечество своими достижениями, обогащая уникальными достижениями Восток и Запад, повлияв на историю вот этого огромного пространства на евразийском континенте, которое когда-то называлось Великой Степью в российских летописях, когда-то Дождь-Кипчак в восточных летописях, но это пространство простиралось от Байкала до Атлантики. И здесь, понимая, что набегом такое пространство не освоить, он стал прослеживать вот эти маршруты. И уже здесь, именно как географ, как экономист, он понял, что перед ним все та же задача, проблема освоения новых территорий, только эта проблема освоения новых территорий не в наши дни, а в древности. И таким образом, по сути дела, он занялся тем же, чем и занимался когда-то, как географ, и смог открыть вещи, которые остались вне поля зрения историков. В этом и особенность его подхода. И вот в частности мне очень нравится вот этот вот его заход, когда он объясняет развенчивает очередной миф о гуннах,
о том, что они не были дикими кочевниками. Он вообще считал, что вот это термин кочевнические народы, или как-то вот, это абсолютно неправильно, потому что не было кочевого хозяйства. Были опорные базы, откуда шло освоение территории, и прожить набегами и воровством целый народ не может. Он говорит, я посчитал ресурсы гуннов. Ведь для того, чтобы вооружить одного всадника, нужно как минимум 7-8 человек. Чтобы эти ремесленники что-то делали, их надо кормить. Чтобы их кормить, надо вырастить урожай. Чтобы одеть всадников, опять нужны ресурсы. И поэтому, просчитав все это, совершенно понятно было, что для этого нужна большая материальная база. И откуда эта материальная база? Здесь уже вступили в силу его знания природной среды Алтая, Сибири, то есть там богатейшие залежи железной руды, причем там настолько высокое содержание железа в этих рудах, что тюрки изобрели новый способ плавки. Если раньше железо в Европе и в других областях получали методом выжигания, то тюрки придумали уникальный способ плавки железа. Это позволило получать железо очень высокого качества. Соответственно, у них были орудия производства высокого качества, которые позволили получать богатые урожаи. Эти богатые урожаи позволили людям очень хорошо и весело жить, плодиться и размножаться, и в какой-то момент наступил просто демографический взрыв. Им стало тесно на Алтае, они стали отселяться. И дальше опять все та же знакомая проблема освоения новых территорий. И вот этот вот подход, проблема освоения новых территорий, который выглядит совсем иначе, когда к нему подходишь, опираясь на реальные факты. Он, конечно, вызвал возмущение людей, которые не знакомы с методами экономической географии, с математикой, с моделированием. Но, тем не менее, он настолько убедителен, что возразить против этого никто ничего не смог. Так вот так вот география ему помогла. Спасибо большое. У нас есть вопрос из зала. Сейчас, секундочку. Какое количество статей и научных работ у Мурада Аджи, если есть такие у вас цифры? Ну, насчет научных работ я даже не смогу посчитать. Это вот научные работы, да, строго говоря. Научные работы – это работы, прошедшие научное рецензирование, опубликованные в научных изданиях. Кроме того, есть работы научно-популярные. Их, в общем, в советское время публикации в научно-популярных журналах тоже приравнивались к научным работам. Сейчас не знаю как. И есть книги, которые вышли вот, в последние 30 лет. Да? Вот я специально не подсчитывала. Я только знаю, что у него более 400 статей в журналах. Какие из них научные, какие нет, я не берусь сказать. И если считать с переизданиями и с переводами, что-то около 60 книг. Ответили мы, да. Спасибо большое. Пожалуйста, уважаемые читатели, у кого есть вопросы, возможно, по книге, возможно, потому что вы услышали. Не стесняйтесь, пожалуйста. Да, я вижу вас. Марина Алексеевна, то, что вы сейчас рассказали, это настолько интересно. И зная, что он эту книгу писал больше 20 лет, зная, что он было множество экспедиций, которые он участвовал, проводил, и даже сама ситуация, как была найдена могила святого Георгия, это настолько интересно. Нет ли в ваших планах написать книгу о самом Мураде Аджи?
Спасибо за вопрос. Это очень хороший вопрос. Мне он тоже очень нравится. Нет, в моих планах этого нет, потому что ну, для того, чтобы написать о нем, нужен талант совершенно особый. Я знаю человека, которому эта бы книга удалась. Это моя мечта, чтобы, может быть, как-то молва донесет до этого человека эту мою мечту. Потому что все-таки просто рассказ о жизни этого вот Мурада Аджиева, это будет мой рассказ человека, который прожил рядом. А здесь очень важно передать то, что мне просто не по силам, потому что все-таки вот это вот его совершенно фантастический вот дар услышать голос крови, услышать в этом гуле времени призыв этого времени, остаться верным призыву этого времени, это должен писать мастер очень, во-первых, с очень чистой душой, а во-вторых, с очень большим талантом. Вот я среди современных писателей вижу только Гузель Яхину. Вот я восхищаюсь и очень рада вашему вопросу, потому что он позволяет мне выразить свое восхищение. Вот Мурат Искандерович всегда считал, что если ты восхищаешься человеком, обязательно надо ему об этом сообщить, потому что люди, особенно творческие, они очень нуждаются в добрых словах, им труднее, они ранимее, они беззащитнее, потому что у больших талантов всегда не только много поклонников, но и много врагов. Поэтому вот мне очень хочется выразить свое восхищение, во-первых, тем, что написано Гузель Яхиной. Я считаю, что эти книги должен прочитать всякий уважающий себя человек, потому что это что-то такое уникальное явление для российской литературы. И думаю, что от души, даже если она не напишет эту книгу, я от души желаю ей больших успехов. Но, конечно, вот уровень ее таланта и уровень как бы чистоты души, вот она бы смогла написать такую книгу, а я нет. Вот. Пожалуйста, еще у нас есть вопрос в зале. Марина Алексеевна, смотрите, я вот при разговоре о книге начал себе воображать, как она могла бы выглядеть, с учетом того, что со всей очевидностью это должна быть книга не только о человеке, а может быть даже и не столько о человеке, сколько о том деле, которое его вело и которое вел он, да, об этом взаимодействии. И мне в первую очередь в голову пришло, что это какое-то немыслимое количество иллюстративного материала должно ее сопровождать. Быть может, это вообще не книга, может быть, это должен быть фильм. Фильм, который рассказывает и о человеке в деле, и о том, как это дело, что его, какова его суть. Вот. Вы не думали никогда о том, что это, что это не только, что ли, как-то по-русски, объект для мемуара, но объект для мультимедиа? Да, фильм, конечно. Конечно, думала, уже сценарий готов. Весь вопрос только в том, чтобы найти финансирование, потому что сценарий я написала. Вот сценарий — это да. Сценарий оказался мне, я не знаю, насколько он удачен, но во всяком случае, вот я вижу этот зрительный ряд, и он очень красивый, и он такой вот... Вообще, можно же снять
сделать грандиозный проект, потому что вот сама тема великого переселения народов, пройти вот весь этот маршрут, это можно вообще вот сделать хороший, серьезный сериал по этой теме. Но пока у меня написан сценарий именно о Мураде Искандеровиче Аджиеве, и, может быть, вот благодаря нашей нынешней презентации, как я говорю, хабар пойдет, это не мое выражение, это выражение Мурада Искандеровича, хабар пойдет, это, ну, значит, молва пойдет, и кто-то услышит, и вдруг когда-нибудь я услышу звонок или получу электронное письмо, и мне скажут: вам нужно финансирование, вам нужна киностудия, мы готовы. Но это не исключает моей мечты о книге, вот, о книге, которая бы, понимаете, вот все-таки вот людей таких отважных, таких красивых, таких смелых и таких умных, их же очень мало. И вот само существование таких людей, оно поддерживает в нас веру в хорошее в этой жизни. Ведь очень трудно сейчас живется, очень. И когда ты знаешь, что какому-то человеку, независимо от того, кто это, пианист, художник, поэт, писатель, ученый, медик, кому-то что-то удалось сделать, это такое счастье. Вот это такое счастье, когда ты знаешь, что есть люди, которые что-то сделали. Поэтому вот мне кажется, вот такая книга, она чем хороша? Не тем, что она напишет о Мураде Аджи, а тем, что она подарит поддержку тем, кто в этом нуждается. Потому что мне не очень нравится атмосфера, в которой мы сейчас живем. Мне не нравится, что если человек сделал что-то хорошее, тут же в интернете начинается какая-то волна, которая комментирует это сикость-накость, с грязными какими-то комментариями. Погибает человек, обязательно найдется мерзавец, который прокомментирует это так, что ты даже не понимаешь, как это может быть. Поэтому вот эта вот атмосфера восхищения людьми, которые что-то сделали, она необходима. И вот я считаю, что такие книги должны быть написаны. Спасибо большое. Я думаю, большинство ваших гостей сегодня вас поддержит, а хабар мы попробуем заставить пойти с помощью, в том числе, нашей камеры. У нас интернет-трансляция идет, и нас увидит много людей, помимо тех, кто в зале, и пусть это случится. И у меня, наверное, предпоследний вопрос такой: почему Запад забыл вот о Святом Георгии, и здесь у вас на книге, которую мы сегодня представляем, на обложке даже есть информация о том, что на эту тему был наложен запрет еще в 494 году. Почему? Есть ответ в книге, но если можно, буквально 2 слова скажите об этом, пожалуйста. Угу. Да. Вот вы знаете, я специально даже посмотрела. Есть такое слово «инвентура». В 1969 году католическая церковь провела инвентуру и исключила из списка святых. Святых, они остались в памяти, они остались в церкви, но как бы их житие выглядело настолько неправдоподобно, что относить это к реальным людям было невозможно. И вот в числе исключенных святых оказался и святой Георгий. Да? Вот такая инвентура. И действительно началось это намного раньше, забвение его памяти. Началось оно в 494 году. Это такая очень условная точка, это конкретная дата, когда были произнесены слова: «Пусть деяние Георгия останется известным только Богу». Но на самом деле это вот то, что не может не возмущать ни одного честного человека. Любой честный человек возмущается, когда в чистое верование вносится политика.
Вот религия, она уже давно превратилась в такую область, где очень сильны политические влияния. В зависимости от того, какая политика, меняются те или иные установки. И та борьба за власть, которая происходила на Западе, где Рим и Византия боролись за первенство, за то, чтобы диктовать свою волю в Европе, она привела к тому, что в итоге самым удобным стало просто забыть, что сделал Георгий на самом деле. И если я начну рассказывать все подробности, я неизбежно что-то перевру, потому что там очень важно, там вот просто по лезвию ножа он шел, потому что любое утверждение – это большой вызов. И здесь вот лучше все-таки обратиться к книге и прочитать. Но если в двух словах, то это просто политика. Так, как-то так. Спасибо большое. У нас еще есть вопросы из зала, я очень рада. Марина Алексеевна, подскажите, пожалуйста, почему ваши книги, все иллюстрации в черно-белом цвете? Абсолютно все. Тоже хороший вопрос. Здесь я отошлю тех, кто знает первые книги, которые мы делали сами, я отошлю к очень красивой книге. Она даже вот, когда была книжная ярмарка, она взяла приз как произведение полиграфического искусства. Это две книги Кипчаки и Кипчаки-Агуза. Древняя история тюрков и средневековая история тюрков и Великой Степи. Когда мы начали работать над этой книгой, очень важно, очень хотелось сделать ее красивой. Сделать ее так, чтобы вот пробуждать интерес к этой культуре, к этой истории. И мы нашли замечательного художника Александра Борисовича Бобров. И он сказал, что, знаете, если мы начнем делать цветные иллюстрации, во-первых, цвет – это вещь опасная, полиграфия, как бы она совершенно ни была, все равно не передаст все оттенки. И вообще черно-белый цвет – это будет самое лучшее решение. Мы, как он сказал, сделаем черным по черному. Я не понимаю до сих пор, что это такое, но вот то, что он тогда сделал вот в этих двух книгах, это что-то фантастическое. И вот эта книжка «Святой Георгий Игумны», она, когда мы задумывали макет – это то, как будет выстроено, вот для тех, кто не знает, то есть где будут крупные иллюстрации, как их расположить, где будет то, где будет все. Я принесла вот эти две книжки, и вот у нас замечательный дизайнер, не только обложки, там указан дизайнер обложки. Вот я, пользуясь случаем, хочу сказать, раз у нас это будет еще транслироваться, вот Аня Якубова, она делала обложку, она делала макет. И вот она очень хорошо решила эту задачу именно в черно-белом цвете, за что ей большое спасибо. Вот так. Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. Я бы хотел сказать, что вот об этой книге уже возвращаясь, значит, ну вот мы знали о нашествии тюрков в Европу и так далее, значит, вот язык передавался, культура. А вот эта книга открывает еще другую сторону. Мы передавали еще духовную свою культуру, тюркские народы, вот далее. И это еще больше роднит нас со всем остальным миром, на самом деле. Вот. И вообще в работах Мурата Аджи заключен грандиозный геополитический смысл. Понимаете? Ведь еще вот Путин, ну, еще в позапрошлом, по-моему, году сказал, что Алтай – родина тюрков. Но я не думаю, что это сказано было случайно. Так вот, нашим вообще политикам следовало вообще над этим задуматься. Вы понимаете, если мы, родные братья, значит, многим европейским, азиатским народам, так почему мы от этого отворачиваемся, почему мы прячемся, стыдливо, значит, это закрываем голову? Ведь это все наша культура и наш образ жизни. Они нас могут в этом понять, и, может быть, мы найдем какие-то общие пути соприкосновения. Вот даже вот читая эту книгу, как раз вот
о святом Георгии, ну, поразительно. Понимаете, человек, приняв на себя вот гунские традиции, понимаете, он внес эти традиции в европейскую культуру. И они там привились. Почему? Потому что это была истина. Истина. И вот все работы Мурата Хаджи, это, они показывают вот эту борьбу истины с лицемерием. Понимаете? Вот многое, то, что вот у нас действительно, чем мы должны гордиться, что у нас есть наше богатство, оно закапывается намеренно поколениями историков, значит, и поколениями политиков, религиозных деятелей в ущерб, во имя собственных интересов, но в ущерб интересам народа. Вот, и далее хотелось бы узнать, вот, все-таки, Георгий, святой. Вот я был, например, да, кстати говоря, вот будучи в Швейцарии, Георгий везде вроде бы показан, а в храмах следов нет. Понимаете? Почему-то. Народ не знает, кто такой, что такое, понимаете? То есть это вся, в Европе вот видно, как вся эта тема замалчивается. Намеренно замалчивается. Вот. И вот хотелось бы знать, вот все-таки, кто же все-таки оказался виновником гибели вот, Георгия или Григория. Вот там, в принципе, вот опять-таки остается масса вопросов. И в каком направлении там это все, как вы считаете, все-таки наиболее правильное направление? Кто это инициировал гибель вот такого святого, которого сразу же после смерти его моментально увековечили? Тоже странная история. Спасибо. Ох, и вопрос. Еще на одну встречу, наверное, Марина. Нет, это просто провокация. Вы хотите, В хорошем смысле. да, чтобы открыли В главную хорошем тайну книги? Нет, 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 нет. Нет. Вы знаете, я сейчас вот скажу, это будет еще один шок. Да, Георгия убили тюрки. Они его обрекли на мучительную смерть. И они же после его смерти поняли, что сотворили. И, знаете, вот в книжке Мурада Хаджиева первый раз, я даже не помню, когда он об этом написал, его поразила эта история, как тюрки замучили своего врага, не Георгия, замучили своего врага, взяв в плен. И пока они его мучили, кровь шла горлом, он уже помирал. И все равно хрипел: «Умру, не сдамся». И когда он умер, они вознесли молитву о том, что: «О, великий герой, когда ты возродишься в новой жизни, возродись в нашем роду и веди нас смело в бой». Ну, я, может быть, немножко иначе слова, ну, по памяти, да? И вот здесь то же самое. Вот надо замучить своего героя для того, чтобы потом вознести его на пьедестал. Не знаю, это черта тюркского народа или это черта всех людей. Но во всяком случае, мне кажется, это большой нравственный такой урок, который должен заставить людей задуматься, надо ли нам замучивать своих героев, и надо ли нам так, я даже не знаю, какое слово, вот надо ли нам думать, что ничего страшного, новый родится. Вот, может быть, все-таки надо как-то беречь друг друга. Не только героев, а вообще всех. Вот быть более милосердными. В этом плане, вот, ведь у книжки очень хорошая концовка, что он уходил из жизни с мечтой о храме памяти, который соберет на месте гибели святого Георгия всех, кто помнит свою родословную, что туда придут и из Швейцарии, и из Франции, и из Венгрии, и из Турции, и из Алтая, и все те,
кто когда-то был единым народом, кто сохранил какую-то память о своем прошлом в песнях, в преданиях. Вот, ну вот как-то так. Пожалуйста, еще вопрос. О храме памяти Марина Александровна сказала, но не важно. Ну, предыдущий в разговоре Марина Александровна сказала, что всякому великому человеку надо высказать свое восхищение. Я хочу как раз выразить свое восхищение Мурату Аджи. Это человеку, в общем-то, харизматичному, большому, емкому, объемному, который открыл, в общем, людям новую дорогу. И он, когда я вот прочитала эту книгу, он писал о Григории Просветителе, та же функция, та же миссия была и у Мурата Аджи. Просто она до конца не оценена, еще не воспринята обществом, но, скорее всего, так оно и будет. И когда он поднялся на эту гору, его нить Ариадны закончилась прямо в том месте, он поставил жирную точку. Он поднялся, он искал могилу Георгия Победоносца, и он к ней пришел. Это в Дагестане, около Дербента, да, высоко в горах есть такое селение Джалган. Это селение вообще, оно в отрыве от всего нашего суетного мира. Вы скажете, как там люди живут, да? А они хранители святых мест. Там источник, который был еще при Георгии, и там стоит его могила. И меня потрясли, конечно, вот эти вещи, его описание того, что он ощущал, когда он подошел к этой могиле, встал на колени, и он приложился ладонью к этим старым камням, и он послышал отклик, он послышал даже какой-то шепот, и получил как бы в назидание заниматься своей деятельностью, что он не просто прожил жизнь, он счастливый человек, и он открыл нам всем дорогу. И светлая ему память, и пусть его деяния живут в нас долго. Спасибо. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Вот я хочу вернуть нас просто вот к этой книге, которую мы обсуждаем, не вообще, а вот к этой книге, к тому, как она издана. Она замечательно издана, и иллюстрации, которые здесь вот в этой книге подобраны, удивительно. Они составляют отдельный сценарий. Они не просто иллюстрируют, они создают объем совершенно необычный. И я, например, была просто потрясена, я не знаю, как все другие, это было и в предыдущих книгах, но в этой это как-то концентрировано. В картинах художников, во фресках и в миниатюрах XIV века изображены у Джотто, у многих других итальянских художников, изображены святые, изображена Мадонна, святая Агата, изображены там, ну, и в том числе и Георгий, абсолютно, ну, лица у них абсолютно восточные. Это с этими глазами, и меня это потрясло. Я еще потрясена была, когда я первый раз смотрела иллюстрации к другим книгам. Но здесь это особенно видно. И вот на одной там, я не помню, на какой странице, там есть маленькая такая иллюстрация из Миланской библиотеки, миниатюра, где Святой Георгий, ну просто абсолютный, я не знаю, вот на кого он похож, на киргиза, на казаха, ну тюрк. У него даже шапочка тюркская. А вы посмотрите, какие глаза у этих священников, которых изображает Джотто. Это вообще невероятно. Вот просто прошу вас обратить на это внимание. И что меня все время мучает, я все время думаю, ну неужели же столько у нас потрясающих историков искусств, и я нигде не нашла объяснения этому феномену. А вы, Мариш. Ты, чего уж тут, да. Я все время ее спрашиваю, доходило ли ты где-нибудь вообще объяснение этому, потому что это фантастика. Вот вы полистайте эту книгу. Вот на самом деле, ой, спасибо большое за вопрос. На самом деле, вот в конце это вот получилось удивительно. Вот, ну как вот после этого не поверить, что случайностей не бывает? Когда мы оформляли эту книгу, вдруг выяснилось, что
забыла должность этого человека, но он большую должность занимает в самом издательстве, никакого отношения он не имеет как бы ни к идеологии, ни к оформлению, ни к чему. Он занимается уже серьезными производственными вопросами, тираж, объем и все остальное. И он сказал, надо бы сделать немножко потолще, тут что-то, мне так во всяком случае донесли, надо вот еще дать несколько иллюстраций или текста, или еще что-нибудь, но чтобы вот был другой объем. То ли там получалось, когда же режут эти листы, получается, что вот лист есть, а половина в отход, вот чтобы не было отходов. Короче говоря, позвонил редактор и говорит, Марина Алексеевна, надо увеличить объем. И я собрала вот эти вот все иллюстрации и дала их приложением. И это приложение, оно должно заставить умолкнуть. Вот я не знаю, есть ли тут у кого, я просто покажу издали потом. Оно должно заставить умолкнуть, по-моему, всех. И тех, кто восхищается, и тех, кто ругается, потому что это полное онемение. Это действительно, это нельзя объяснить, если не принять концепцию великого переселения народов и то, что духовная культура тюрков оказала огромное влияние на все стороны жизни Европы. Потому что вот эти вот глаза, искусствоведы их называют миндалевидными. Это все, что мне удалось найти. Я искала, я спрашивала у всех искусствоведов, с которыми сталкивалась. Я спрашивала у всех художников, которые получили образование и изучали историю искусств. Я не имею в виду, что всех художников, тех, с которыми меня сталкивала жизнь. И никто не мог дать объяснение. И вот опять, если наш хабар пойдет, может быть, найдется какой-то искусствовед, который знает ответ на этот вопрос. Почему они вот такие? Сейчас. Я не знаю, видно отсюда или нет, это лик Спасителя. Это наш Иисус Христос. А это Мадонна. И если найдется искусствовед, который объяснит это, будет очень здорово. Спасибо большое. Спасибо за вопросы. И предпоследний вопрос из зала. Марина Алексеевна, я думаю, что я выражу мнение всех, если сказать вам благодарность за то, что вот эта книга получила свои издания. И вот такой у меня такой личный для вас вопрос. Вот мы все его, конечно, здесь сидящие все читали его книгу, изучали, несколько раз даже подряд читали. Вопрос в другом. Можете рассказать, каким был он быту человеком, как вы с ним встретились? Вот вы прожили с ним всю его жизнь, да? Вы, вот я понял, что вы ему помогали во всем, в его творчестве, в издании книг, собирании материалов. Вот каким он был? К сожалению, вот он умер, после этого была трагедия лично для меня, что вот как дальше? Вот его последняя книга вышла, после этого, когда я узнал, что еще книга, это радует, это что дальше, это не прекращается. Вот о нем немножко коротко, если можно. Спасибо. Вы знаете, это, наверное, самый трудный для меня вопрос. И, кроме того, я в таких случаях отвечаю цитатами из его книг. Он написал, что о себе говорить трудно. Много скажешь, скажут, хвастаешь, мало, скажут, скромничаешь. Но в своих книгах весь я. Вот он, какой он человек? Он весь в своих книгах. Я думаю, что бы я к этому не добавила, ничего нового я не скажу. Для меня он был самый лучший. Все. Спасибо большое. И завершая нашу сегодняшнюю встречу, я передаю микрофон для последнего вопроса. Давайте. А можно, да. Микрофон обязательно. Давайте, да.
Значит, добрый день. Так много друзей собралось. Надеюсь, у всех такой большой интерес к личности Мурата Аджи и к его последней книге. Поразительно, как вот предыдущая женщина сказала, что совпадение, что Мурат Аджи у нас ассоциируется с Григорием. Вот эта личность одного уровня. То, что он сделал для нас, для всех, это прорыв не только в истории, но даже в нашем сознании. У нас была запрятана история настолько, что мы жили в понятиях той истории, которую сочинили иноземцы. XVIII век. Немцев пригласили, и они за нас написали истории. А той истории, которую написал Ломоносов, почему-то она пропала. Часто в его книгах встречается слово «запрятанная история». Это действительно так и было. Это мы жили во тьме и невежестве. И то, что Мурат открыл нам мир, это вообще большое достояние я скажу, даже для мировой культуры и для мировой цивилизации. Напомню случай. 1956 год, 20 съезд партии. Хрущев разоблачил культ личности и разрешили храм Христа Спасителя, Василия Блаженного, посетить. И мы толпой пошли. И был запрет. И там, спустя ступеньки вниз, узкие, там одному можно только пройти, 2 человека. И вдруг пришли 2 рабочих с отбойными молотками и начали сверлить поверхность могил гранитные. Я успел заметить, что там были арабские письмена, вилообразный знак Тенгри, Атила. Да. Что же они от нас прятали? Прятали нашу историю. Вот такая боязнь знать свою историю сопровождает нас всю жизнь. И то, что сделал Мурат Аджи, он совершил подвиг. Рэй Брэдбери недавно написал книгу «Запретные книги мстят». И вот надо эту мысль довести до конца, что нельзя прислушиваться к нашему зомбоящику, а надо читать книги. Ведь авторы высказывают свое сокровенное, свое понятие личной истории. Разные авторы, разные истории. Мы должны проникнуться их мыслями и понять, что реальная жизнь – тот мир, в котором мы живем. Спасибо. Спасибо большое. И финальный, скорее, не вопрос, а небольшой сюрприз от нашей гости. Марина Алексеевна, всем спасибо, что сегодня все собрались. Я сегодня чуть пораньше пришла, зашла в этот зал, тут же взяла книгу, открыла. И первая страница, 137, которую я открыла, я начала читать. К вашему вниманию, да, я прочла, взяла ручку и попробовала перевести небольшой отрывок на наш родной язык, на кумыкский. Если можно, я прочту. Примерно 2000 лет назад случилось событие, перевернувшее античный мир. 2100 жылдар алда дүйнөні ауыстырған иш болған. К северным воротам Дербента подошли кибитки степняков. Дербентне темірқазық қапыларына юқ болған чөлде ашай қаланы арбалары. Много кибиток, көп арбалар.
До горизонта чернели они, уфукка ерлі оланы қаралдыны көріне. Нашествие? Чакын? Нет, тюль. То было время великого переселения народов, его очередной волны. О болған халқлану ұлы көчуіну заманы, оны яңы толқыну. На Северный Кавказ пришли уроженцы Алтая. Темірғазы Кавказға Алтайдан яшамаға халық келген. За десятилетия пути степь стала им родиной, а кибитки стали домом. О елланы yolunu ұзағына чөл бұлаға ватан болған, арбалар бұса бұлан уй болып тоқтаған. Пришла орда, тотемом который был крылатый барс, указывающий на царскую родословную правителя. Өзлені тамғасы бұлаңы халық келген. Тамғада қанатлы ғырмешекні сұраты, оланы патша ата-бабаларынан берлі келген. Пришельцы стали заселять предгорье Приморскую равнину нынешнего Дагестана. Көчіп келген халық, Халги Дағыстанның тау түплеріне ва деңіз бойларына яшамаға башлаған. Тогда у Дербента лицом к лицу встретились две культуры, предстояло им сродниться. Шо заман Дербентте бетке-бет екі маданият қаршылаша. Олар бір болған вақтиде орта yüzyыллар болған. В тот миг, когда они сроднились, наступило средневековье, новая историческая эпоха. Олар бір-бір білан жолыққан заманна яңы тарих башланған, яңы yüzyыл башланған. Великие события, как и великие люди, видны лишь издалека. Улы ишлер, абырлы адамлар емек яңыз аректен көріне. Можно я продолжу? Сейчас переверну просто. Что отличало пришельцев? Көчіп келген халқын низат айра. В первую очередь, конечно, кони, несчетные табуны. Биринчилей озоқта улан атлары, хисапсыз йылқылары. Казалось, степняки шагу не ступят без коня, а верхом были взрослые и дети. Қарағанна олар атсыз бір жерге де абаталмайғанна емек. Атланы үстіне улулар, атланы үстіне яшлары. Удивляли юрты, разборные дома. Из них в считанный час возводили город, над которым возвышался ханский шатер с золотым равносторонним крестом и полумесяцем на шпиле. Оланы құрған үйлері, жиылаған тезілікті іштенеген құрған шарлары адамланы хайранға қалдыра. Спасибо большое. У нас, к сожалению, вышло время встречи. Не можем уже, к сожалению, никакого вопроса, иначе у нас не остается времени на автограф-сессию. Давайте поблагодарим сегодня нашу гостью Марину Алексеевну за чудесную душевную встречу.